Здравствуйте, вы смотрите телевизионный альманах Русского географического общества. В Уфе прошел ставший уже традиционным республиканский турнир среди юношей и подростков «Угатар», собравший юных лучников со всех уголков Башкортостана. Организатор турнира – автономная некоммерческая организация «Мерген Уксы». Также спонсором соревнований выступило башкирское отделение Русского географического общества. Впервые турнир юных лучников прошел в 2017 году. Это был совместный проект «Мерген Уксы» и телеканала «Тамыр». Тогда в соревнованиях приняли участие 44 лучника. В прошлом году на турнир поехало уже 77 участников. В этот раз «Угатар» собрал более 120 участников из Абзелиловского, Аскинского, Ишимбайского, Гафурийского, Бурзянского, Учелинского и Уфимского районов, а также детей из Сибая, Стерлитамака, Ишимбая, Учелов и Уфы. Карина Каримова приехала из Ишимбая. Стрельбой из лука занимается не первый год и уже выходила на призовые места на турнирах. Это было 2 года назад. Из Уфы приехали мастер-класс. Мне понравилась стрельба, я заинтересовалась. Позже мы уже купили лук, и я начала тренироваться уже у себя. Последний раз в Бурзянском районе были соревнования, там я заняла 1 место. Целая команда лучников приехала на турнир из Сибая. Мы планируем взять призовые места, так как у нас тренер Гулмат Зубаирович очень хороший учитель. По словам главного организатора турнира, основателя движения «Мерген Уксы» Юлая Галиуллина, с каждым годом растет не только число юных участников турнира, но и их мастерство. Мастерство растет. То есть, если в первый год они там в основном по стене лупили, то сейчас уже есть мастера, кто занимается, и это достойная смена ветеранам Мерген Уксы. То есть растет наша конкуренция, то есть уже ребята, которые могут уже со взрослыми тягаться. Поэтому я думаю, что вот наши чемпионы, которые сейчас это будет наша достойная смена, и они уже через 5-10 лет будут представлять республику, там, чемпионаты России или даже за рубежом. То есть здесь, как говорится, кузница кадров. Вот эти ребята, которые пройдут эту школу, они будут участвовать уже на игры кочевников, которые будут проходить там через 10 лет. И поэтому это хороший зритель. Свое мастерство владения луками участникам турнира показали активисты движения «Мерген Уксы». Ежегодно они принимают участие в военных реконструкциях, причем не только в России, но и за рубежом. Башкирские лучники успешно выступают на международных турнирах. Костюм складывался не сразу. В первую очередь, как я начал с рубашки. Рубашку самую первую попробовал шить. Пошел, купил сукно, не сукно, а это лен натуральный. Потом нашел схемы, там по Руденко, книги, литературу изучил. Ну, весь костюм у меня по литературе изученная. Я в этом году ездил в Бородино, в прошлом году, получается, в сентябре. И там тоже много узнал. Вот, ремень оттуда научился у казаков, в Башкиране тоже вот такие ремни. Я его только начал делать. Елян – это у нас начало 19 века, как раз эпоха наполеоновских войн. Сукно заказывало из Москвы, и здесь вот сшили по выкройкам, которые еще были раньше. Вот. Исполнительный директор башкирского отделения РГО Рима Галеева во время турнира вручила благодарственное письмо Русского географического общества основателю движения «Мерген Уксы» и главному судье турнира «Угатар» Юлаю Галиуллину. По ее убеждению, подобные мероприятия способствуют не только развитию этнических видов спорта в республике, но и патриотическому воспитанию молодежи, любви к родине, к родным истокам. Всегда, во все времена, во все века члены нашего общества изучали быт, культуру, традиции народов, которые заселяют Российскую империю.
описывали, и эти труды до сих пор сохранились. И вот наша задача сохранить и приумножить. А приумножить как? Нас поддержать вот такие движения, как Мерган Уксы, который создал Юлай Равкатович Галиуллин. Это движение, это возрождение этноспорта. Участники, вот они 4-й год проводят Мерган Уксы, а вот для детей отдельно уже Угатар проводится 3-й раз. И с каждым годом участников данных состязаний все больше и больше становится. Это говорит о том, что это актуально, это востребовано, это нужно людям. Люди, которые участники соревнований, они в национальных одеждах, они или приобретают, но многие своими руками шьют. Это очень важно. То есть здесь, прежде чем шить эту одежду, они должны изучать, каким образом, какие материалы, и своими руками. То есть, когда вот дети это делают, участвуют, естественно, и родители, и родственники, и учителя. То есть данный процесс, он и исторический, и краеведческий, и спорт. Естественно, когда изучаешь, то восхищаешься, влюбляешься, начинаешь ценить. А когда ты влюбляешься и ценишь, то, естественно, ты стараешься все это сохранить и приумножить. Турнир «Угатар» проходил в стенах Уфимского лицея номер 160. Гости и участники отметили высокую организацию мероприятия и гостеприимство уфимцев. Однако стремительный рост участников соревнований уже требует увеличения периметра площадки. Школьный спортзал становится тесноватым для «Угатар». Следующее соревнование среди лучников организаторы планируют провести на свежем воздухе. Его участники должны будут поразить мишень верхом на скаковой лошади, как когда-то делали их предки. Но для этого нужно будет набраться опыта и узнать все тонкости древней традиции. В Министерстве природопользования и экологии прошло заседание Совета Башкирского регионального отделения Русского географического общества. Авторитетный человек, наш человек, он постоянно в экспедиции. Члены Совета единогласно утвердили временно исполняющим обязанности председателя регионального отделения Русского географического общества Республики Башкортостан Вячеслава Аброщенко. Его кандидатуру Совету предложил сложившийся полномочия председатель, теперь уже почетный, Камиль Зиганшин. Созыв общего собрания РГО для выборов нового лидера географического сообщества Башкортостана члены Совета назначили на сентябрь текущего года. Также на Совете были рассмотрены и другие кадровые вопросы. Член Совета, председатель комиссии по туризму Леонид Соколов попросил освободить его от обязанностей по состоянию здоровья. Коллеги удовлетворили его просьбу и поблагодарили за большую проделанную работу. На должность председателя комиссии по туризму Совет избрал известного путешественника, пилота-инструктора барда Александра Лынника. Жители села Топтыка в Уфимском районе совершили виртуальное кругосветное путешествие по огненному поясу Земли вместе с известным писателем и путешественником Камилем Зиганшиным. Подобные выездные образовательные лектории почетный председатель Башкирского отделения Русского географического общества проводит регулярно. И везде благодарные слушатели встречают его на ура. А как иначе? От кого еще услышишь столько интересной и занимательной информации о диких животных, о вулканах, о водопадах, о жителях экзотических стран? Причем встречи лектора с аудиторией всегда интерактивные. На фотографии нужно, например, определить животное или ответить на какой-нибудь вопрос. А победителям такой викторины Камиль Зиганшин всегда вручает свои книги с автографом. Живая беседа. Человек, который весь мир увидел, он может рассказать его, показать нам. Каждый, кто участник данного мероприятия, он переживает те же эмоции, которые переживал Камиль Зиганшин, снимая те или иные снимки и бывая в тех или иных местах. При том развитии коммуникации, которая сегодня присутствует, дети загнаны в телефоны, а в зале
все вместе, они не просто смотрят, они общаются и делятся впечатлениями. И если посмотреть на зал, сегодня здесь весь спектр возрастов, от детсадовцев, школьников, старшеклассников и пожилых людей, что самое интересное. Но от лица администрации Сельскохозяйственного сельсовета выражаю благодарность башкирскому отделению Русского географического общества в лице Камиля Зиганшина за такую работу. Следующие выездные лектории Камиля Зиганшина пройдут в городах Туймазы и Октябрьский. А сейчас в рубрике «Познаем мир» вместе с Русским географическим обществом я приглашаю вас в увлекательное путешествие в южные широты. На яхте «Гелен» мы прокатимся по Красному морю и познакомимся с подводными обитателями. Морское сафари в южном направлении на Красном считается самым интересным, но и самым трудным. К нему допускаются только опытные ныряльщики, имеющие самую высокую степень подготовки. Это обусловлено условиями погружений в южных широтах. Удаленность от берегов, сильное, быстро меняющее свое направление течение, присутствие крупных пелагических хищников, акул. На встречу с последними, кстати, мы очень надеялись и не разочаровались в своих ожиданиях. Но об этом позже, а пока знакомимся с нашей яхтой. Ночь. Мы идем сафари на Бразер-Айленд. Гелен – один из героев древнескандинавского эпоса. Правда, арабы, работающие на яхте, почему-то считают этот сказочный персонаж большим боссом у россиян. Gelen, the name big boss or big The ancient ship? Yeah, from Russia. Ленин, Сталин, Гелен в принципе чисто фонетически вполне ассоциируются. Хотя арабы чаще прикидываются нерусскоязычными. Вот и инструктор Всемирной конфедерации подводной деятельности Махмуд Мустафа, наш главный босс во время всей экспедиции, акцентировал: по-русски я говорю только немножко. Как потом оказалось, он просто старался, чтобы мы научились больше говорить на английском. Люди все-таки в нашей экспедиции подобрались ответственные. Никто не задержался за праздничным столом во время первого ужина на яхте. Быстрее на палубу собирать акваланги. Завтра рано утром чек-дайв, первое погружение. Нас на яхте 20. Дайверы большей частью опытные, у многих за плечами несколько морских сафари. Николай Назаров – известный на Урале технарь-подводник. Инструктор Конфедерации подводной деятельности России, специалист по погружениям в подводные пещеры, основатель дайв-клуба «Водный мир» в Уфе. Пермяк Андрей Горбунов – председатель спелеоподводной комиссии Федерации подводного спорта России, инструктор по техническому дайвингу. Дайв-мастеры Марина Хатипова, Андрей Локоцков и Евгений Реш. Инвир Салахов и Урал Автахов – продвинутые дайверы, прошедшие обучение по системе ПАДИ. Среди нас 2 дипломированных врача и даже летчик-пилот авиакомпании «Ютейр». И, как впоследствии покажет время, навыки и умения каждого из нас пригодятся всей команде. Перед выходом в море, тем более поплывем за пределы территориальных вод Египта, нужно заявить о государственной принадлежности яхты. Арабский юнга тщательно привязывает государственный флаг Египта к флагштоку. Но мы-то тоже не лыком шиты, свои родные триколоры с собой захватили. Впрочем, не забыты и родные телевизионные флаги. Все 7 дней над яхтой развивались бело-желто-голубые флаги башкирского спутникового телевидения. Лишь раз мы сняли их с верхней палубы, чтобы захватить с собой во время погружения на предельную глубину. Дружно завтракаем, и, наконец-то, Гелен отдает швартовое. Поднимаюсь на капитанский мостик. Надо познакомиться с Кэпом. От него зависит судьба нашего сафари. Hello, Cap. Hello. What is your name? Amru. Amru. The second name? Second name Hani. Amru Hani. Where are you going now, Amru? I go in Раздыша. Наш первый морской переход из Хургады в Сафагу. На мысе Рас-Диши Гелен станет на якорь, и мы совершим первый дайв. Красное море волнуется, за бортом сильная волна, а на борту сильная качка. Но это не мешает многим расслабляться на верхней палубе под жаркими лучами южного солнца. Звучит гонг. Махмуд приглашает на брифинг. После всех инструкций готовимся к первому погружению с борта Гелена. С соленой водички Красного моря будем делать чек-дайв. Что, идем вперед на освоение глубин Красного моря. Первое погружение.
нынешнем сафари. Раздиши – очень красивый коралловый риф. Глубина небольшая, всего 9 метров. Температура воды 24 градуса. Кстати, о температуре. Она держалась этой отметки во время всего нашего морского путешествия. Только в самых южных широтах, ближе к Судану, температура поднялась до 26 градусов. Впрочем, в дайверских неопреновых костюмах толщиной 5 мм мы чувствовали себя вполне комфортно даже на глубинах. А наш главный доктор Энвир Салахов и его напарник Урал Автахов и вовсе во время всего сафари ныряли в коротких костюмах, предназначенных больше для экваториальных морей. Чек-дайв прошел очень спокойно. Каждый из нашей команды показал, на что он способен. А Махмуд в соответствии с этим определил 3 дайверские группы, которые отныне будут нырять во время сафари в постоянном составе. Завтрак, опять брифинг и новый дайв-сайт Таби Арба. Глубина здесь будет, по словам Махмуда, уже побольше – 16 метров. Еще одно отличие. Если первое погружение мы совершили на обычном воздухе, это, да и все последующие, пройдут на обогащенной воздушной смеси – 32-м найтроксе. С помощью компрессора, фильтра, кислородного баллона и специального смесителя содержание кислорода в воздушной смеси, нагнетаемой в наши баллоны, будет увеличено до 32%. Это позволит нам снизить содержание азота в крови во время погружений и увеличить их бездекомпрессионные пределы. Между первой и второй перерывчик небольшой, а второй и третий и вовсе рядом. Оглянуться не успели, снаряжение даже не высохло на ветру, а уже настало время ночного погружения. Первый день нашего сафари в открытом море словно кино на быстрой прокрутке. Ночной переход, и ранним утром мы просыпаемся уже далеко от Сафаги, центральной части Красного моря. Швартовый отдан на острове Биг Бразер. Старший брат встретил нас ярким южным солнцем и качкой. Благодаря последней все наши погружения в районе острова будут проходить не с яхты, а с зодиаков, которые будут вывозить нас в район рифа. Гелен стал на якорь точно напротив маяка. Рядом с нашей яхтой еще несколько. Модная океанская с американскими на борту, французы на Наутилусе, с которыми мы познакомились еще в Хургаде, и яхта с дайверами из Украины. Предельная глубина первого утреннего погружения на старшем брате 30 метров. Вообще, старший брат, конечно, остров, но под водой он риф. И стены этого рифа отвесно уходят вниз на многометровую глубину. На какую, знают, наверное, только акулы. Острова Бразерс, старший и младший, дайверская Мекка Красного моря. Здесь можно встретить почти всех его обитателей – рифовых, околорифовых и пелагических. Нас удивили гигантские Наполеоны, спокойно проплывающие на расстоянии вытянутой руки. Кто-то даже пытался погладить одного из них, хотя это не принято в дайверском сообществе и считается дурным тоном. Морские окуни и кузовки, затаившиеся в многочисленных расщелинах рифа, обиженно реагировали на яркий свет подводной видеоаппаратуры. И лишь подслеповатая Мурена не могла понять, в чем дело, почему так светло стало в ее убежище. Что-то не то, надо искать другое укромное место. Немалых трудов на большой волне стоило нам забраться обратно в наш зодиак. И вот мы опять на Гелене. Обсуждаем первое впечатление от первого серьезного погружения в южных широтах. Делимся впечатлениями. Андрей Горбунов, инструктор по техническому дайвингу из Перми, один из самых опытных участников нашего сафари, подводит его итоги. Было очень удобно и комфортно, что в этот раз не было большой волны, которая часто бывает в этих местах. То есть производили заброску с зодиака достаточно комфортно, быстро достигли точки погружения. Значит, зашли в воду, и удивила видимость, прозрачная вода. Ребята говорили, что видели даже 2 акул. То есть я тоже где-то так вот мельком увидел, как акула рыбу гоняла. Достаточно большие стаи рыб перемещались.
Второе погружение на старшем брате. Это наш первый РЭК, затонувший корабль. В 1901 году английский грузовой корабль «Нумидия» налетел на риф в северной части острова. Остатки сухогруза разбросаны на глубинах от 7 до 80 метров. Мы доходим до отметки 33 метра. Для нас, использующих для дыхания под водой обогащенную кислородом воздушную смесь Nitrox, это максимально допустимая глубина. Ниже этой отметки вполне возможно кислородное отравление. Кстати, кислородное отравление намного страшнее, чем азотное опьянение. Если при азотке теряешь контроль и засыпаешь, при кислородном отравлении просто наступает паралич. Верхняя часть Нумидии украшена локомотивными колесами. Для дайверов они служат надежным ориентиром, хотя давно обросли мягкими кораллами. Искусственный риф, в который давно превратилось затонувшее судно, облюбовали многочисленные морские обитатели – луцианы, каранцы, морские окуни. Словно искры в синеве загораются при свете камеры сотни оранжевых псевдонтиасов. Они окружают нас со всех сторон, прямо как бабочки на лесной июньской поляне. Вот он, Big Brother во всей его красе. Свет монументального маяка ночью виден за десятки миль. Рядом с островом большое судно. Это военный корабль. Он привез на Big Brother пресную воду, провиант, солярку для дизельной электростанции и, конечно же, смену караула. На острове находится небольшая военная база. Точка-то стратегическая для Египта. Наверное, вот так же в 1957 году пыталось причалить в шторм к острову военно-транспортное судно «Аида-2» для смены военного гарнизона. Корабль ударился о западную оконечность рифа, получил пробоину и затонул. Его останки лежат на глубинах от 30 до 60 метров. Мы ныряем на 33 метра. Слава богу, все 140 человек, находившихся на этом судне, спаслись. Их подобрал проходивший рядом корабль. Сегодня на Аиде прописались псевдобалихты и баллистоиды. Эти рыбы – территориальные одиночки. В период размножения они становятся чрезвычайно агрессивными. Я сам был свидетелем, как синеперый баллистоид, вот он в кадре, напал на гида-араба во время одной из моих поездок на Красное море. Своими пусть не острыми, но достаточно крупными зубами баллистоид насквозь прокусил толстую резиновую ласту проводника. Еще один старый знакомый – крылатка-зебра. С ней нам придется еще не раз встретиться во время путешествия. Однако мы под водой уже 45 минут. Запасы воздуха, судя по манометру, подходят к той отметке, когда нужно думать о всплытии. Теперь главное успешно выпрыгнуть из-под воды на борт ожидающего нас зодиака. Удачно! Вот и наш Гелен. Продолжение фильма «Южные широты» вы сможете увидеть в нашем следующем выпуске. А я с вами прощаюсь. Жду ваших откликов и предложений на сайте Русского географического общества в Башкортостане rgo-rb.ru. До свидания.